в почете. Залог уважения дух, а не лесть, орлы обретают в полете. От звона кинжалов и воинских лад, сквозь грохот орудий и крики солдат, раскатом как эхо гремит Шот Санлат. Мы воины башен, таков наш удел, примеры героев нередки. Всегда высоко благородных дел, как знамя несли наши предки. Сегодня над миром, как песня, летит спортивная слава атлета. И пламя есть дух, как горный гранит, и мудрость отцовских заветов. В настоящее время в связи с происшедшей девальвацией моральных ценностей все большую актуальность приобретает поиск духовно-нравственных устоев культуры. Однако при повышающемся интересе к этносоциальным традициям в их изучении имеются некоторые пробелы. Один из них заключается в определении специфики реализации таких традиций в современных условиях. К счастью для ингушского народа, есть способ духовного, физического и нравственно-этического воспитания детей и молодежи на основе возрожденного национального вида боевого искусства Шот Санлат, что переводится «подобный бьющему хлысту». Шот Санлат создан на основе исторических, воинских и спортивных традиций ингушского народа, включает в себя симбиоз ударной и бросковой техники. Гордости сказать, с 2016 года включен во Всероссийский реестр видов спорта. Различные системы единоборств и самозащиты развивались главным образом как средство ведения рукопашного поединка. В настоящее время практикуются во многих странах мира, в основном в виде спортивных упражнений, ставящих своей целью физическое и сознательное совершенствование. Шот Санлат уже известен в республике, естественно. Вот. Он уже известен за пределами республики, потому что уже, как отмечалось в средствах массовой информации, все об этом уже слышали, видели. В прошлом году удачное выступление на соревнованиях СКФО. Самые высокие награды получили. Вообще полный комплект наград был на СКФО по всестилевому карате. Потом по этому же виду спорта мы выступали в Анапе на евразиатском этапе Кубка мира. А там уже у нас было 17 медалей, из них 8 золотых, 2 серебряные и 7 бронзовых. Это был хороший успех. Вот. Там нас уже заметили. Сейчас, на данном этапе, у нас мы полны ожиданий. По распоряжению главы республики нам выделяют земельный участок в Магасе для строительства своего комплекса. Мы его решили назвать Академией национальных видов спорта Шот Санлат. Данная база, которая сейчас в нашем распоряжении, где вы сейчас находитесь, она уже переполнена. Здесь и так больше 100 мальчишек занимается. Вот. Я много раз еще говорил о том, что у нас как бы 2 базы, одна здесь, одна в Барсуках. И там тоже, то есть эти помещения не безразмерные, тренерских ставок нет, есть определенная нормативная нагрузка в Российской Федерации, и не только в Российской Федерации. Это количество занимающихся на одного тренера. Если выделили по одной ставке тренерской и по одному тренировочному времени, вот, естественно, рост числа занимающихся он вырос бы в геометрической прогрессии, потому что очень многих интересует, во всяком случае, если судить по телефонным звонкам от родителей со всех районов, со всех уголков Ингушетии, вот, это позволяет так утверждать. Разработано данное боевое искусство путем сбора информации на основе анализа многих боевых искусств. Создатель Шот Санлат Магомед Гирей Сукеев – человек всесторонне развитый, обладающий знаниями в области физики, биофизики, анатомии, физиологии и, что немаловажно, быта, нрава и истории своего народа. Мастер заимствовал лишь малую часть из разных видов единоборств, наряду с национальной богатой историей боевого искусства. Шот Санлат делится на 2 вида – спортивный, массовый и боевой, индивидуальный, как боевое искусство. Отличие между ними состоит в том, что спортивный вариант – это программа минимум от Шот Санлат боевого.
Некой особенностью данного искусства являются удары, наносящиеся не прямо перпендикулярно, а эффектом эллипса, то есть по кривой линии. Отсюда и девиз бойцов Шот Санлат – бить как плеть, вязать как узел. Сквозь грохот орудий и крики солдат, раскатом как эхо гремит Шот Санлат. От звона кинжалов и воинских лад, сквозь грохот орудий и крики солдат, раскатом как эхо гремит Шот Санлат. Я занимаюсь этим видом спорта, потому что он мне нравится. Он помогает мне в учебе и укрепляет мое здоровье. А еще он наш национальный вид спорта. Я уже занимаюсь этим видом спорта 3 года, и я стала смелее, храбрее и стала умнее. А еще мы участвовали во многих соревнованиях, и мы набирались опытом от других соперников. Хоть это жесткий вид спорта, но девочкам он может пригодиться в дальнейшем. Приходите к нам, мы будем рады с вами тренироваться. Шот Санлат в первую очередь это философия жизни, четко ориентированная на ингушский менталитет, стратегия и концепция развития нашего народа. Любая область жизнедеятельности человека соответствует определенным математическим законам, законам движения, которые работают вне нашего участия. И когда мы их осознаем и создаем структуру, начинаем двигаться намного быстрее к намеченной цели, меньше допускать промахов, точно так же и в боевом искусстве Шот Санлат. Все удары выверенные и четкие, что делает его качественной и эффективной системой самообороны. Зачастую совокупность всех этих качеств привлекает ингушских мальчишек заниматься национальным единоборством. Мне мама показала это место и спросила: тебе нравится это место? Хочешь здесь заниматься? Я ответил да. Я сначала был маленьким, я смотрел, как другие дерутся, и мне очень понравилось. Я начал так же делать, да, у меня постепенно получалось лучше и лучше. Ну и достиг хорошего результата. Я тренируюсь 5 лет. И за это время я получал места. У меня было 2-е место, было и 3-е, еще одно 2-е. Это был непростой турнир. Я в нем сражался, хоть я проиграл, но у меня стало больше уверенности. Приглашаю всех мальчиков и даже девочек заниматься нашим национальным спортом Шот Санлат. Кстати, один из переводов с ингушского языка «шот» – «узел». Шот Санлат, как боевое искусство, охватывает много граней жизни нашего общества и все его критерии – духовную, социальную и даже политическую. Цитируя Магомед-Гирея Сукиева, Шот Санлат надо рассматривать как и научной точки зрения, математическую формулу, так и с духовно-этической, своего рода образ жизни, метод воспитания подрастающего поколения, чтобы подростки не только учились боевому искусству, но получали знания, формировали характер, учились строить взаимоотношения с окружающими их людьми, быть почтительными к старшим, давать отпор врагу, уважать женщин и в итоге становились высокообразованными, воспитанными людьми, нацеленными на построение будущего республики и нации в целом. Я занимаюсь 4 года в единоборстве Шот Санлат. Я участвовал в Слепцовске, Анапе и Назране. 3 турнира в нашей республике. 2 турнира я выиграл 1-е место, а 3-й я 3-е занял. А 4-й Анапа, вот я там 3-е место занял. К1 и всех комбат. Я хочу, чтобы Шот Санлат продлил свои тренировки, чтобы люди больше приходили на эту тренировку и чтобы они занимались учебно. Изучение различных известных школ и направлений во время службы в правоохранительной системе подтолкнуло Магомед-Гирея Сукиева к мысли о необходимости создания боевого искусства, максимально отвечающего современным угрозам. Таким же путем шли многие мастера боевых искусств.
Не каждый народ может похвастать наличием своего национального боевого искусства. Это показатель, что ингуши не перестали изобретать, придумывать, вносить что-то новое, опираясь на богатое прошлое. Вобрав в себя концептуальные вещи самых разных единоборств, не копируя их приемы, а отцеживая главное через биомеханику, данное боевое искусство за четверть века своего существования сумело зарекомендовать себя в качестве совершенной бойцовской системы и соревновательной дисциплины. Мы получили буквально на днях положение. Положение является приглашением на 4-й Всероссийский фестиваль национальных и не олимпийских видов спорта. В России есть еще комитет, развивающий эту тему, комитет неолимпийских видов спорта, национальных видов спорта. Вот, нас пригласили на этот всероссийский форум, который состоится в августе, в 20-х числах, в столице Коми, в городе Сыктывкаре. Мы собираемся поехать туда. Это тоже исторический момент для нас, потому что впервые демонстрация Шот-Санлат будет на столь высоком, престижном форуме, на таком высоком уровне. Там будут и представители зарубежных министерств спортивных, федераций спортивных, связанных с различными единоборствами. В защиту от нападков скептиков и диванных критиков хочу внести ясность, что Шот-Санлат не копия и не продолжение национального танца, хотя он и подвиг его создателя в определенной степени на разработку этого боевого искусства. При расшифровке элементов нашего танца через призму боевых искусств мастер заметил, что они являются собой технику защиты от угрозы. Имеет место быть такая гипотеза, что в древние времена у нас существовало боевое искусство. Оно сохранилось облеченное в форму танца. Благодаря нашим мудрым предкам, чтобы дети с малых лет закалялись. В нашем танце мощный экстатический заряд. Этот аспект хорошо знаком мастерам боевых искусств. Могу привести в качестве примера бразильское капоэйра. Всем известно это боевое искусство, сочетающее в себе элементы танца и аэробики, отличающееся использованием низкой стойки, обилием ударов ногами и подсечек. Сродни этому виду единоборства наш национальный танец является мотивационной составляющей Шот-Санлат. Но это современное боевое искусство, вобравшее в себя духовную составляющую нашего народа. Это часть культуры, как и те величественные башни в горной Ингушетии, оставленные нам предками. Наш телезритель немного избалован как бы выбором, я имею в виду именно зрительским выбором. У нас очень много единоборств, у нас проходят соревнования по различным единоборствам. Вот. Напомню телезрителю, что все, конечно, хорошо. Мы должны идти в фарватере мировых различных состязательных направлений, тем. Вот, это все хорошо, но не надо забывать о своем национальном. Вот. В конце концов, уже миру дали понять, что у ингушей есть свое национальное боевое искусство. Шот-Санлат – это возрождение нашей древней, утраченной системы воспитания молодежи. Вот почему мы всегда, каждое лето стараемся повести наших мальчишек, наших детей куда-нибудь в горы или на море, в лагеря, детские лагеря. Сами находимся с ними все время. Вот. В общем, пусть наш народ глубже постигает свое национальное боевое искусство. Вот. Там найдется много полезного для каждого возраста, для каждого сословия. Ну вот что я хотел бы пожелать.